Приветствую, дорогие друзья, с вами Иван Капсамун, и сегодня у нас достаточно особенная такая тема, которая касается топонимики Буджака. Главным образом топонимики гагаузских населенных пунктов, имеется в виду название сел и улиц. Как известно, в Украине процесс переименований проходил с 2014 года в рамках декоммунизации, когда были переименованы ряд городов, сел, улиц, парков, скверов и так далее. Но за последние месяцы данная тенденция снова актуализировалась ввиду тех событий, которые происходят в Украине. Имеется в виду войны России против Украины. Мы видим, что в различных регионах инициативные группы граждан обращаются к местным властям с требованием переименовать те или иные улицы. Касается это и юга Украины, в частности юга Одесской области, где вот буквально не так давно в городе Измаил был переименован центральный проспект, который носил название Суворова. Его переименовали в проспект Независимости, проспект Незалежности. И насколько мне известно, инициаторы, историки, которые выходили с данным предложением, они продолжают свою работу и сегодня. На базе Измаильского университета создана историко-топонимическая комиссия, то есть собраны специалисты, которые сейчас разрабатывают альтернативные названия для остальных улиц Измаила. И в скором времени будут обращаться к общественности, к местной власти с тем, чтобы продолжить процесс переименования. И будем верить, что в синергии с местными властями, без которых нельзя, конечно, провести переименование, данный процесс будет иметь позитивное завершение. Я же сегодня хочу сказать о топонимике гагаузских населенных пунктов, и всех проинформировать, что не так давно мною и Союзом гагаузов Украины, который возглавляет Василий Килиоглу, было подготовлено обращение, которое уже отправлено старостам гагаузских сел. В нем, в частности, мы предлагаем и призываем начать процесс по переименованию сел, гагаузских сел и переименованию улиц. Почему это важно? Вот здесь я хотел бы сразу всех призвать к тому, чтобы спокойно отнеслись к этому процессу, чтобы он проходил в рамках взаимопонимания, потому что это важно по ряду причин. Вот некоторые из них я сейчас перечислю. Первое, это, конечно, историческое, то есть по исторической справке многие знают, что до переселения в Буджак этнических гагаузов, болгар, албанцев, других этнических групп, там проживали ногайские татары, которые в результате ряда русско-турецких войн, в частности 1806-12 годов, были выселены оттуда Российской империей. Часть из них, правда, ушла чуть-чуть раньше вместе с османами в Османскую империю. И вот на их место, на их поселение фактически и заселились новые поселенцы, украинцы, гагаузы, болгары, албанцы, которые по факту оставили те названия, которые были даны ранее ногайскими татарами своим населенным пунктам. И в данных населенных пунктах с такими названиями переселенцы фактически прожили до прихода туда советской власти. Сначала в 1940, а потом окончательно в 1944 году, пока советская власть тотально одним махом, не интересуясь, конечно же, мнением местных жителей, переименовала все населенные пункты, улицы. Ну, правда, остались некоторые названия там таких более крупных населенных пунктов, как Килия, Татарбунары, Измаил. Все же остальное было переименовано. Причем, что без особой фантазии, потому что это касалось, кстати, всех населенных пунктов, имею в виду не только гагаузских, а и других, там, где проживали болгары, молдаване, албанцы. То есть или просто переводили название с татарского на русский, там, например, Юрдек-Бурну стала Утконосовкой, Картал стал Орловкой, Яникёй стал Новоселовкой, ну и так далее. Или там что-то созвучное типа Вайсал стал Васильевкой. Остальные же были переименованы, причем что там, скажем так, с различными цветочно-фруктовыми названиями. Вот, например, виноградовок было очень много, фактически в каждом районе. Также там Дмитровок или Александровки. То есть подобные названия можно было встретить чуть ли не там в каждом районе.
И тут я перехожу к практической составляющей, потому что когда произошло укрупнение районов 1,5 года назад где-то, то получается, что в том же Болградском районе, например, оказалось 3 виноградовки, одно виноградное, там несколько Александровок, Новоселовок и тому подобное. То есть, конечно же, это усложняет коммуникацию для людей, потому что можно там отправить посылку в одну виноградовку, она приедет в другую. Там, или произойдет какое-то событие позитивное, негативное, об этом сообщается, люди читают, что это произошло, там, например, в Виноградовке Болградского района, но они сиди и думай, в какой конкретно из них. То есть мы видим, что здесь давно уже утрачена всякая здоровая, нормальная логика, и, соответственно, данную ситуацию необходимо менять. Ну и что очень важно, там, третья составляющая, она касается все-таки духовного развития гагаузов, потому что, ну, не секрет, что за последнее время, годы, молодежь, дети все меньше и меньше знают гагаузский язык, меньше обращают внимание на гагаузские традиции, обычаи, историю, а топонимика, она является частью гуманитарного исторического пространства, в данном случае гагаузов. Поэтому очень важно, чтобы молодые люди, дети, когда они растут в своих селах, они понимали, почему данное село называется именно так, или почему именно улица названа в честь имя какого-то известного гагауза. В всяком случае, дети об этом будут задумываться. Ну, я, например, на личном опыте могу сказать, что в свое время, когда я учился в школе в Виноградовке, старое название Курчу, я задавал вопрос, почему называется Виноградовка. Мне объясняли, что там очень много виноградных плантаций. Но виноградных плантаций много по всему Буджаку. Соответственно, тогда что? Все села можно было назвать виноградовками. То есть не особо все это логично и правильно. А самое главное, что с тем переименованием в советское время была утрачена уникальность. Поэтому сегодня эту уникальность можно вернуть. И тут что еще особенно важно. В чем состоят предложения? Предложения состоят в том, что можно вернуть старые названия гагаузским селам. В основном они имеются, то есть Виноградовка это Курчу, Котловина это Балбока, Старые Трояны есть Скитуроян, Новоселовка и Еникёй. Но есть и села, где нет старых названий, например, село Дмитровка или село Александровка, которое имело старое название Саталык-Хаджи, но оно утратилось, скажем так, отпало еще в XIX веке. В данном случае предложение состоит в том, чтобы, если нет старых названий или жители не хотят старое название, то предлагается переименовать в новое гагаузское название. Почему нет? Никто не запрещает гагаузам назвать свои села по-гагаузски. Тогда это будет отличать их название от всех остальных. Это точно будет обращать на себя внимание, они будут уникальными. То же самое касается предложений по поводу улиц. То есть могут называться улицы известными гагаузами, общеизвестными, там, как Михаил Чакир, например, там, или Дмитрий Карачобан. Это как варианты просто. Или же названия, имена, которые бы носили известных выходцев с конкретного села. Если данный человек что-то сделал многое полезное для конкретного села, или для региона, или для страны, он известен, он выходец данного села, почему нет? Вот если идет речь опять-таки о Виноградовке, например, Илья Каракаш, известный юрист. То есть могут быть и такие варианты. Могут быть варианты, которые бы отображали, скажем, особенности географического расположения или уклада жизни гагаузов. То есть много вариантов. И здесь наш основной, опять-таки, призыв к тому, чтобы грамотно подойти к этому процессу. То есть привлечь историков, топонимиков в конкретно каждом селе, местных жителей, конечно же, чтобы сообща выработать этот профессиональный подход и чтобы грамотно и красиво переименовать села и улицы в данных населенных пунктах.
Мы со своей стороны, я имею в виду гагаузы там с городов, которые проживают в Украине, в данном случае мы готовы обязательно подключаться к данному процессу, приезжать, общаться с людьми, говорить о своих аргументах, чтобы мы вместе пришли к какому-то общему знаменателю. Я понимаю, что там будут контраргументы, я даже предполагаю, какие они могут быть. То есть могут сказать, что это сейчас не пришло время, сейчас сложное время, идет война. Или скажут, что нам сейчас необходимо будет идти менять паспорта или место регистрации. Или же могут сказать о том, что очень сложное социально-экономическое положение, то есть нет работы, молодежь выезжает и так далее, и так далее. Ну, здесь коротко могу сказать по поводу того, что не настало время. Я, например, еще 1,5 года назад, когда произошло укрупнение районов, я тогда писал у себя на Фейсбуке и обращался с инициативой, с тем, чтобы переименовать ту же Виноградовку в Курчу. Но этот процесс так никуда и не двинулся, хотя определенные, скажем, инициативы на местах тоже были. Поэтому возникает вопрос, а когда время? То есть времени до сих пор не появилось, и вряд ли оно появится, потому что та же война, поверьте, она завтра не закончится. По поводу паспортов и места регистрации я общался с юристами, которые заверяют, что ничего не надо будет менять. Менять можно будет в том случае, если вы пойдете там менять свой паспорт, вам просто автоматически впишут новое название улицы или вашего села. Поэтому, или вы какие-то документы будете переоформлять там. Максимум, что необходимо будет, например, это взять справку о решении там местной ОТГ о переименовании данного населенного пункта. То есть это огромных проблем не будет составлять. Более того, можно поинтересоваться у тех жителей, например, Каракурта или Кубея, которые уже были переименованы в рамках декоммунизации и у которых особых проблем с этим также не возникало. Что касается проблем социального характера, конечно, здесь мы все понимаем, и я признаю, что такие проблемы имеются, они присущи всей Украине, они были и еще будут в ближайшие годы. Но это не означает, что не нужно заниматься гуманитарными вопросами, те, которые насущны и которые по ряду причин необходимо решать. Вот, собственно, в этом и состоит призыв, чтобы мы в рамках грамотного подхода сумели вернуть старые названия, придумать новые названия, чтобы это соответствовало, с одной стороны, историческим реалиям гагаузов, той местности, где они проживают, села и так далее. И с другой стороны, тем реалиям, которые существуют сегодня в Украине. Чтобы, хотим мы этого или нет, но уже в течение длительного времени мы наблюдаем, как продолжается война России против Украины, а тем более то, что происходит за последние 3 месяца. Мы не можем тоже быть, скажем, в каком-то своем домике и не актуализировать те названия, которые существуют. И более того, все-таки 30 лет существует независимая Украина, имеется своя история. Это тоже все надо учитывать. Надо учитывать как реалии и историю Украины, так и главным образом, конечно же, гагаузскую историю и гагаузское прошлое. В этом состоит подход, чтобы мы просто шагали в ногу со временем, не оставаясь в прошлом. В этом и состоит главная идея данной инициативы, к которой вот мы призываем подключиться. Мы готовы также, конечно же, приезжать и вести в том числе все это направление для того, чтобы мы вместе пришли к общему позитивному результату. И под самый конец, конечно же, призываю всех подписываться на мой YouTube-канал, комментировать данное видео, распространять его, лайкать, для того, чтобы нас, трезвомыслящих, было больше. Хорошего всем вечера и до новых встреч!